Более 50 представителей бизнеса из Турции, Азербайджана, Китая, Швеции, Малайзии, Москвы и Санкт-Петербурга. Интерактивная презентация инвестпотенциала столицы, преференции и реализованные в городе инновационные проекты в рамках концепции умного города. Все умное. Остановочные павильоны, скамейки, урны для раздельного сбора мусора и подземные мусорные контейнеры, уличные электронные библиотеки, телефонные будки и не только. По себе он вообще интересен он тем, что у города есть определенный генплан, разработанный с учетом современных требований, то есть как город, который разрушается на чистом поле, там очень удобно служить. Тогда и в рамках российского законодательства мы предоставляем все преференции для инвесторов, то есть муниципалитетам, которые допускаются в рамках преференций, естественно, будем предоставлять это раз. Магаз сегодня занимает лидирующие позиции в регионе по инвестиционным показателям. Столица застроена только на 36% и открыта для новых взаимовыгодных проектов. Презентация и реализация. На площадке вынесли более 30 проектов. Особый акцент сделали на туризме, строительству гостиничной и развлекательной инфраструктуры, в том числе технопарк, планетарий и колесо обозрения. Приоритетом развития Магаза сегодня является туризм. И мы видим, что туризм вообще развивается в целом, в частности, видим большой туристический поток, который с каждым годом увеличивается в Магазе. Ну и об этом даже свидетельствует то, что у нас недавно построена очень хорошая гостиница, они уже не мешают себя ближайших гостей. Многофункциональный парк креативного отдыха разместится на территории 80 гектаров и станет главным туристическим досуговым центром Северного Кавказа. Эскизное предложение застройки предусматривает зонирование парка, что позволит организовать на его территории такие направления отдыха, как зона аттракционов, аквапарка, спортивных площадок, лодочной станции и даже этноаул. Мы хотим еще раз презентовать технопарк на новой форме и строить их по всей России. Потому что есть спрос, точно знаю, Казахстан хочет такой технопарк иметь. И вот первый технопарк мы решили построить, второй технопарк по нашему принципу в Магазе. Затем мэрия Магаза и руководство петербургской компании «Аэро» заключили соглашение о реализации в городе проекта технопарка, который займет территорию площадью до 10 гектаров. На его территории планируется расположить 6 офисных зданий, 3 бизнес-центра, собственный отель на 120-150 номеров, а также мультифункциональную зону. Последняя будет включать торговые и спортивные центры, рестораны, кафе, конференц-залы и образовательный кампус. Технопарк рассчитан не только для Ингушетии, он рассчитан на весь Северный Кавказ, потому что республики небольшие и тесно друг к другу находятся, поэтому участники могут быть из Чеченской республики, и с Кавказа. Масштабировать такие технопарки, так как есть потребность таких технопарков в разных регионах, где идет программа. Вот. И мы... Программа какая? Комфортная городская среда и умный город. 2 программы. Участниками технопарка общей стоимостью порядка 500 миллионов рублей станут представители дизайна, архитекторы, предприниматели, которые производят малые архитектурные формы, инженеры в области разработок смарт-технологий. Там же будет проходить обучение для архитекторов по развитию смарт-городов. Таким образом, уже через 2 года в Магазе появится еще один объект северокавказского масштаба. Зельмхан Калоев, Зураб Гайтов, Новости 24.